Всю зиму управляющая компания не вывозила снег со двора. На территории рядом с контейнерной площадкой много мусора. Безнадзорные собаки пугают детей и взрослых. Предприниматели не наводят уборку возле своих торговых объектов. Эти и ряд других жалоб прозвучали в ходе прямой линии, которая прошла в Интинском филиале общественной приемной главы Республики Коми. 27 апреля в общественной приемной главы Республики Коми состоялась прямая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы горожан отвечали первый заместитель руководителя администрации округа Григорий Николаев и директор ЖКХ Екатерина Гутовская. Телефонные звонки начали поступать с первых минут мероприятия. Здравствуйте. Здравствуйте. Куратова 54, вас беспокоит Людмила. Людмила, а отчество можно? Можно без отчества. Хорошо, слушаю вас, Людмила. Дело вот какого плана. Мы живем на Куратова 54, перед нами дом Куратова 52. Всю зиму звезда сталкивала снег с обеих сторон нашего дома. И теперь мы не можем пройти ближе к школе, там куча снега, там детей ведут в детские сады, в крепости сияние, там не пройти. С этой стороны проход к семейному магазину огромная лужа и во дворе огромная гора снега, потому что всю зиму звезда сталкивала, а убирать не убирает. Вот вопрос, когда уберут этот снег, во-первых. Во-вторых, проблема с собаками. Сегодня муж ходил на прием в больницу, сейчас вот снова пошел, его чуть не разорвали собаки на Новой площади. Это как? Когда уже займетесь наконец-то собаками? И еще. Детский мир бывший, знаете, открывали в прошлом году. Когда делали ремонт, там столько окурок накидано, уже все растаяло, все уже убирают свои учреждения, а там не подойти. Николаев Григорий Иванович с вами говорит, первый заместитель руководителя. С управляющей компанией по снегу мы отработаем по этой луже. По собакам я вам могу сказать, было обращение, оно уже зафиксировано по Новой площади. Будем отрабатывать с подрядчиком. Подрядчик наконец-то, в принципе, стал работать. И вот отработали, если, может, заметили, не заметили. У вас же там за Куратова 60. Да, 60-го дома каждое утро штук 30 кормят, их тут женщины ходят. Ну, уже оттуда тоже увезли штук 30. Не надо, сегодня только женщина кормила кучу целую. Ну, это есть беда такая, то, что прикармливают, новые собаки там появляются. Да. Будем работать дальше в этом направлении. Спасибо. Значит, магазина. С магазином тоже себе пометочку я сделал. Сейчас свяжемся с руководством, чтобы убрали там вокруг территории. Спасибо большое. Жительница дома номер 26А по улице Мира пожаловалась на разбитую дорогу за домом, по которой осуществляется вывоз мусора с контейнерной площадки, находящейся также вблизи жилого строения. Также жительница сетует на то, что мусор с площадки на пустыре разносится ветром и животными вдоль всего дома, и эту территорию никто не убирает. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Мира 26А. Слушаю. Как вас зовут? Мы живем на участке, который принадлежит 3 управляющим компаниям. Это Приполярье, Восход и Колос. На углу Мира 26А у нас стоят мусорные баки. С 96-го года они стоят. Понимаете, вокруг нашего дома был асфальт. Нашему дому 29 лет. Теперь асфальт провалился. Машины ездят и ездят. Дело в том, что к этим мусорным бакам не подойти, там очень грязно. Люди не доходят, бросают мешки с мусором сюда, в это болото, вот, которое находится в ГПТУ. И понимаете, дело в чем? Этот участок от мусорных баков до Мира 22, за домом проходит дорога, без конца ездят машины, возят уже фурами мусор. Наш угол дома превращается в городскую огромную свалку. А ветер у нас здесь дует постоянно. И животные, мусор растаскивается везде, аж до столовой. Около Мира 22 мусор дворник сидит, убирает с утра до вечера. А Мира 26 там за домом, этот участок получается ничейный, никто не убирает. Баки эти страшные, 15 лет их никто не красил. Ужас, мы живем, ну как будто, не знаю, это какой-то 19 век, а не 21. Ну, стыдоба. Они не закрываются, ворон очень много. И
вдобавок. Просьба огромная закрепить дворника с какого-нибудь управляющего этого ЖЭКа, чтобы убирали здесь хотя бы 2 раза в неделю. Надежда Анатольевна, вам ответит первый заместитель руководителя администрации Григорий Иванович Николаев. Да, я ему уже говорила, он меня хорошо знает. Да, Надежда Анатольевна, здравствуйте. Ну, Григорий Иванович. насчет уборки мы с управляющими компаниями переговорим, а то, чтобы отремонтировать, в том числе за домом асфальт, и перед домом у вас тоже все разбито, у меня тесть живет в вашем доме, я-то знаю ваш двор. Да. И поэтому тут надо, чтобы кто-то из жильцов, я не знаю, в управляющую компанию обратился. Это надо провести собрание, чтобы вы попали в этот реестр. У нас некогда, у нас тут 5-6 хромых старушек, и здоровья нет никакого. Я сама вот не могу, после ковида мне очень-очень плохо, и я сама вот, понимаете, попросили люди, надо позвонить. Ладно, мы напишем письмо в управляющую компанию, чтобы они включили в очередное собрание собственников вопрос проведения ремонта. Несколько вопросов, поступивших на прямую линию, касались благоустройства города. В частности, облагораживания дворовых территорий, ремонта дорог и тротуаров. Дороги. Сейчас я конкретно говорю за дорогу с Западного до Морозова. В том году вы делали дороги. Ну, видели сейчас, в каком состоянии опять эти дороги. Я хотела бы вас, наверное, попросить, подсыпку сделать вот этих ям, которые там есть. С Западного до Морозова. Вот это, где у нас... Да, видим, мы ездим тоже все на машинах, ездят, заправляются, видим, что выбивается там. Сейчас немножко подсушат и будет в рамках содержания будут заделывать эти ямы. Ну, может, хотя бы сначала подсыпку сделать хотя бы этих дорог. Вы понимаете, у нас 3 школьных автобуса ездит Западного. Кристина Ярославовна, у нас на весь город как бы не такая большая сумма, и мы даже сейчас в этом году не можем картами делать, опять будем делать весь город ямочный ремонт. Те деньги, которые выделяются у нас на школьный маршрут, на Верхнюю Инту и Юстедор на дорогу, 75 миллионов уйдет, это от ЖД вокзала до СКС практически, там, на полдороги, вот, за поворот на Южный. Я читала, ага. Только туда, они целевые, мы не можем взять из тех денег и сделать где-то Я вам там. не говорю, что вы оттуда побрали деньги, я прошу хотя бы сейчас... Я вам говорю, что на следующей неделе будет проводиться ямочный ремонт и начнут с этой дороги. Все хорошо. За час, отведенный на проведение прямой линии, в общественную приемную поступило более 10 телефонных обращений. Многие звонившие задавали по несколько вопросов сразу. Необходимость проведения таких мероприятий не угасает. Контактные данные всех звонивших были занесены в протокол. По каждой заявке будет проведена проверка.